Украинские воздушные силы, куда входят авиация и ПВО, провели первый день учебных стрельб в Херсонской области и в акватории Черного моря. Об этом высшее военное руководство доложило сегодня президенту Порошенко. В рапорте говорится о 16 успешных запусках управляемых зенитных ракет средней дальности. Конкретные виды вооружений, которые сегодня применялись на учениях, Минобороны не называет, как не сообщает и точную информацию о количестве задействованных в стрельбах военных. Президент Украины, выслушав рапорт об учениях, объяснил цели этих учений. 23 попередних роки. За 23 предыдущих года система противовоздушной обороны Украины была полностью уничтожена. Еще раз подчеркиваю, единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения, это необходимость быть постоянно готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа. Уверен в том, что за 2 года мы продемонстрировали, что мы построили новую украинскую армию. Нову українську армію. Зона учения оказалась на опасном с точки зрения российской стороны расстоянии от побережья Крымского полуострова. Все последние дни по официальным и неофициальным каналам Минобороны России давала понять Украине, что учения могут вызвать вооруженный ответ. Говорилось о возможном уничтожении ракет, запущенных в ходе стрельб. Угрожали в Москве и ударом по пусковым установкам в Херсонской области. Такие угрозы начали поступать после того, как Украина предупредила о запретах на полеты гражданской авиации в районе учений. С точки зрения России, таким образом, Киев претендует на пространство над российскими территориальными водами в районе учений. Однако Минобороны Украины заверила, что учения пройдут в 30 километрах от западного побережья Крыма. Один из инициаторов, главный сторонник нынешних учений, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов не скрывает, что одна из целей этих стрельб – ответ России. Ракети підтвердили свої бойові характеристики и потрапили. Ракеты подтвердили свои боевые характеристики и поразили объекты. Вообще же комплексы могут поражать как воздушные, так и надводные цели. Учения проводились в соответствии с ранее утвержденной программой и в запланированном месте. Учения в воздухе всегда задевают интересы гражданской авиации. Случилось так и во время нынешних стрельб в Херсонской области. Между российскими и украинскими авиационными властями вышла перепалка. Укравиарух и Росавиация выпустили противоречивые предупреждения о возможности полетов в небе над Крымом. Как в этой обстановке работают пилоты гражданских самолетов? Об этом спросим прямо сейчас у Владислава Петренко, пилота гражданской авиации. Он выходит на прямую связь из киевской студии «Настоящего времени». Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. Сайт Flight Radar 24 нам в этом поможет. Я буду просить режиссеров время от времени нам его показывать. Вот прямо сейчас над полуостровом Крым вообще самолетов нет, а где-то вдали над акваторией Черного моря летит Люфтганза. Я просто подглядываю на этот сайт прямо сейчас. Скажите, что изменилось? Как сейчас вообще летают гражданские самолеты над Крымом? С начала 2014 года трассы над Крымом были закрыты, и самолеты сейчас летают в обход Крыма, в облет Крыма, вдоль Румынии, Болгарии, Турции, вдоль побережья Черного моря. И все абсолютно самолеты, в том числе украинские, международные, российские, облетают эту территорию. Россияне летают в Крым исключительно с восточной части через Краснодар и Ростов. Вот я, кстати, сегодня обратил внимание, что борт Red Wings чуть ли не единственный вечером прилетел из Крыма в Краснодар, а вот, да, вот сейчас, как мы видели, какие-то самолеты действительно летят почти у турецкого побережья. Что, действительно, в Грузию вы летаете через Турцию? Да, приходится летать через Турцию, потому что эта зона закрыта, она не обеспечивает безопасности, и Укравиарух, который является частью Евроконтроля, руководит полетами только на территории, которая может обеспечить безопасность полетов. Кроме российских авиакомпаний, кто-нибудь в Крым или над Крымом транзитом летает сейчас? Нет. Вообще нет. Это запрещено, потому что Укравиарух, как я уже сказал, является частью Евроконтроля, а данную территорию контролирует Евроконтроль. Что изменилось в трассах гражданской авиации в результате войны в Донбассе?
Они поменялись, трассы ушли западнее, те трассы, которые проходили через Донбасс и Крым, закрыты. К сожалению, это вызвало определенные трудности, потому что аварийное спасение и поиск осуществлялись Украиной над Черным морем, и аварийно-спасательная база была в Симферополе. Теперь аварийно-спасательная база перенесена в Одессу, и Евроконтроль обеспечивает безопасность только вдоль Черного моря, вдоль западного побережья. А в связи с учениями, вот когда Укравиарух выпускает предупреждение, ну, видимо, по рекомендации, даже по требованию военных, например, требования, о котором говорится о нынешних учениях в Херсонской области, это как выглядит вообще с точки зрения пилота? Как вы получаете эти сообщения? Что меняется на эти дни? Перед вылетом, в полете, на любом этапе мы можем получить информацию о том, что небо закрыто в определенных местах. Это бывает часто. Вы сегодня говорите еще о пуске с космодрома Байконур. Там тоже перекрыты трассы, есть специальные зоны. Огромная зона над Казахстаном, куда падает первая ступень. Огромная зона закрытая, там, где выпускается ракета сам Байконур. Это происходит часто. Пилоты, как правило, заранее перед вылетом получают информацию, какие зоны закрыты. Специальные диспетчера авиакомпаний, они следят за этим, отслеживают. Вы знаете, я сегодня обратил внимание, я видел одно такое сообщение, просто из обычного такого, знаете, гражданского любопытства. Какое-то огромное количество цифр и букв, написанных капслоком, и это вообще, кажется, какая-то информация, которую невозможно, простите, разобраться. Информация просто зашифрована, аэропорты четырехбуквенные, сокращенные слова. На самом деле она читается очень быстро, бегло и понятно. А вот эти учения, вот последние, о которых мы сейчас рассказываем в Херсонской области, которые сейчас проходят в акватории Черного моря, но вблизи от границ полуострова Крым, они как-то влияют на трассы гражданской авиации или они находятся в стороне от трасс гражданской авиации? Вот как раз-то в этом случае место выбрано равноудаленно от трасс, потому что если брать линейку, просто по карте прочертить линейку, то мы увидим, что зона пусков ракет равноудалена от Харькова, Днепропетровска, Киева, Одессы. То есть место выбрано самое, пожалуй, безопасное для гражданской авиации, для трасс. Ну и, может быть, в конце вы в двух словах расскажете, насколько, если вы, конечно, знаете, это увеличивается стоимость билетов и вообще какие трудности испытывают авиакомпании в связи с ситуацией, которая сложилась с Крымом и на Донбассе? Авиакомпании из-за трудностей, которые сложились в Крыму и на Донбассе, не испытали трудностей никаких. Но это не потому, что мы начали летать в облет. Тут просто совпадение для гражданской авиации было очень удачное совпадение, потому что в этот момент как раз цены на керосин значительно снизились. То есть топливо-то больше уходит. Керосиновая составляющая очень большая в гражданской авиации, поэтому билеты не поднялись из-за этого. Расход топлива увеличился, но общая стоимость перевозок не увеличилась. Да, действительно, не подорожали билеты, но, надо сказать, что и не подешевели. Спасибо большое. Владислав Петренко, пилот гражданской авиации, объяснил нам, как эти учения выглядят с точки зрения, собственно, людей, которые эти самолеты вводят. Спасибо.